за минувшие сутки и принимаемых мерах против инфекции. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите о эпидобстановке на сегодня в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка за прошедшие сутки характеризуется по данным Управления Роспотребнадзора 313 случаями заболеваний новой коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, из этих случаев 102 случая заболевших ребятишек. Из 211 взрослых 97% представляют собой непривитые граждане. Необходимо обратить внимание, что сегодня в стационары республики попадают в основном непривитые граждане, течение заболеваний которых идет достаточно сложно. Сегодня в стационарах получают лечение 665 пациентов, при состоянии средней тяжести 606 человек, в тяжелом состоянии 53, из них 52 пациента являются непривитыми. Как не раз отмечал и глава Республики Саха-Якутия, оценивая текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию и, соответственно, поставя задачи, на настоящий момент основные заболевшие – это те граждане, которые либо были непривитыми, либо же не прошли вовремя соответствующую ревакцинацию. На ежедневном контроле остаются такие муниципальные образования, как город Якутск, Хангаласский, Мегино-Кангаласский, горные районы. Оперативным штабам этих районов поставлена задача о введении ряда ограничительных мер, которые, соответственно, должны приниматься на уровне муниципальных образований. Как вы знаете, вчера было принято решение, по которому с сегодняшнего дня в городе Якутске введен непосредственно режим дистанционного обучения для определенной категории детей. Очно у нас на настоящий момент должны обучаться лишь только ребятишки, которые являются школьниками выпускных классов. Необходимо обратить внимание, что в школах усиливается правило по эпидсезону, по эпидтребованиям, и, соответственно, устанавливаются правила ношения масок для детей, которые являются школьниками, а именно которые у нас приходят на учебу очно. Первым компонентом у нас привито на настоящий момент 76% взрослого населения. Но нужно обратить внимание, что сложившаяся ситуация в том числе и, в общем-то, дает возможность нам еще раз подумать о необходимости вакцинации как единственного способа, соответственно, разрешения ситуации по собственному здоровью. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, обращаюсь к руководителям учреждений и организаций, сложившаяся ситуация в динамике распространения новой коронавирусной инфекции говорит о необходимости строгого соблюдения норм санитарно-эпидемиологического контроля на предприятиях. Одной из форм таких норм является, прежде всего, уменьшение количества и, соответственно, разобщение коллективов. В связи с чем рекомендуем непосредственно направлять для органов государственной власти, органов местного самоуправления правило является обязательным. 50% коллектива на удаленный режим работы. Необходимо обратить внимание, что это же правило мы рекомендуем и для организаций, которые не являются организациями, в которых учредителями являются органы государственной власти или органы местного самоуправления. Обязательной, соответственно, самоизоляции, обязательно удаленная работа должна быть у лиц, которые старше 60 лет, которые не вакцинированы. Обязательная изоляция должна быть у лиц, которые не вакцинированы по причине медицинского отвода, и они имеют хронические заболевания. И необходимо обратить внимание, что в связи с тем, что, соответственно, дети у нас на настоящий момент находятся на режиме дистанционного обучения, в целях в том числе и контроля за детьми и соблюдениями правил, которые есть, рекомендуется работодателям отправлять на удаленную работу прежде всего одного из членов семьи, который, соответственно, в семье, в которых есть школьники, находящиеся на удаленном режиме, которые находятся на дистанционном обучении.
Вот те меры, которые принимаются, ну и, соответственно, по каждому улусу ряд мер принимается. Вчера у нас, безусловно, было одно из высоких показателей по количеству звонков на коллективные центры, соответственно, колл-центры наших поликлиник. Через некоторое время, кроме поликлиники 3, все поликлиники сегодня в тестовом режиме будут переходить на номер 122. По нему будет осуществляться, отвечаться на все вопросы в целом по коронавирусной инфекции. Ну и, соответственно, отрабатывались все вызовы, которые поступили вчера, несмотря на определенного рода сложности небольшого характера. Они все обработаны сегодня за ночь. И с сегодняшнего дня наши поликлиники переходят на круглосуточный режим работы. Спасибо, Ольга Валерьевна. Это был брифинг по эпидобстановке в Якутии. Ну а мы идем далее и переходим к выпуску новостей. Утро в Ленской районной администрации начинается традиционно заседание оперативного штаба. Создан он был 2 года назад с началом пандемии. В его состав входят представители различных структур. Их задачей не допустить распространения новой коронавирусной инфекции в Ленском районе. На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Ленском районе стабильна.